Городской дом ребенка должен расширить зону деятельности, стать центром семейной медико-социальной реабилитации. Об этом 5 апреля в ходе рабочего визита в Якутск заявил уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Павел Астахов. В новом здании здесь должна быть не только новая жизнь, здесь должны быть и новые методики. Вот мы сегодня договорились с министром и с руководителем дома ребенка, с профильными руководителями о том, что здесь будет открыто отделение реабилитационное, либо, а может быть и вместе, еще паллиативное отделение. Главный детский омбудсмен России остался довольным увиденным. Новое здание Дома ребенка на 150 коек было открыто совсем недавно, 16 февраля. Сегодня он представляет собой современный и укомплектованный всем необходимым центр, где находится 86 детей от рождения до 4 лет. Около половины из них инвалиды, от некоторых отказались уже в роддоме, у других родители ограничены или лишены родительских прав. Коллектив учреждения состоит из 3 врачей, 45 медсестер, младшего обслуживающего и технического персонала. Сегодня здесь возможности совершенно другие. Это большие светлые помещения, прогулочные, игровые комнаты, реабилитационный блок огромный, который раньше был буквально в 2 комнатах. Сегодня все эти возможности есть, их надо использовать на не 100%, а на 300%. Надо работать, конечно, с детишками, которые идут по отказам, потому что отказанных детей может быть на всю Якутию не так много, всегда в пределах 20-30 детей в течение года, но тем не менее все они поступают именно сюда. Детский омбудсмен рекомендовал руководству Минздрава рассмотреть возможность организации дневного стационара с реабилитационным и паллиативным отделениями, продолжить благоустройство прилегающей территории. Я, конечно, хотел бы увидеть развитие вот этого центра или отделения паллиативной медицины и отделения реабилитации медицинской, потому что здесь надо не только заниматься детьми, которые находятся в этом учреждении, но надо приглашать и на дневной стационар детишек и родителей, которые нуждаются в такой помощи. Это необходимо для того, чтобы помогать проходить реабилитацию, снимать диагнозы, правильный курс лечения выбирать и просто научить родителей с такими детьми заниматься. Ведь у нас общество-то здоровее не становится. У нас все больше и больше детей рождаются с разными аномалиями, отклонениями и не самого лучшего здоровья. В среднем каждый 3-й ребенок рождается с тем или иным диагнозом. Поэтому, если мы не будем этим заниматься, так наши родители будут не способны просто понять, что происходит с ребенком, будут пугаться, и мама будет отказываться от него. Если врачи будут приходить и говорить, вот у вас родился такой ребеночек с заболеванием, с генетическим, с аномалией, с отклонением, откажитесь. Не должен врач этого говорить, наоборот, он должен говорить, мы вас поддержим, мы вам поможем, для этого есть все необходимые условия. Вот эти условия надо создавать, тем более, когда получили такое замечательное помещение, такое здание, его надо развивать. Руслан Басагысов, Николай Необутов, Иван Тайтонов, ЕСЯ.